проекта и ратификация, которая сегодня у нас здесь на повестке дня обсуждается, имела тоже, как говорится, свои предшествующие шаги. Насколько нам известно, этот проект разрабатывался в течение года для того, чтобы было подписание между российской стороной и Республикой Абхазия. Также были проведены ряд комитетских заседаний предварительно до того, как этот документ был подписан. Депутатами были предложены ряд рекомендаций к этому соглашению. После того, как в течение также разработки этого соглашения, после того, как были предложены депутатами рекомендации, была очередная встреча с правительством Республики Абхазия, где были предоставлены аргументы, почему и из каких обстоятельств вытекая ряд рекомендаций был не принят при подписании данного соглашения. Комитет, рассмотрев ратификацию данного соглашения, рекомендовал на сессию принятию ратификации данного соглашения. И чем руководствовался комитет, я хотел бы озвучить пару позиций, на которые мы обратили внимание, и понимая, что сегодня, помимо всех вытекающих последствий, которые исходят из данного соглашения, есть и как и социально-экономические аргументы, так и стратегические аргументы, на которые мы опирались и основывались. Дальше хочу сказать, что подписание межправительственного соглашения предусматривает порядок и условия инвестиционного проекта, а именно, что касается реконструкции аэропорта и возобновления осуществления авиасообщения по следующим условиям. Значит, первая очередная задача касается того инвестора, который юридического лица российской стороны, которая изъявила желание реконструировать наш аэропорт и возобновить авиасообщение. Проводя консультации с правительством, мы знаем, что сегодня есть ряд заявок, то есть это не один инвестор, который изъявил желание вложить в этот данный проект. Сегодня уже на рассмотрении находятся две заявки. Помимо этого, определение российского юридического лица, то лицо, которое будет инвестировать в данный проект, будет осуществляться путем проведения отбора. То есть будет создана межправительственная комиссия, которая по определенным критериям будет выбирать, кто из инвесторов больше подходит для того, чтобы реализовать на территории Республики Абхазия данный проект. Подписание с инвестором соглашения предусматривает также государственно-частное партнерство. Это значит, что Республика Абхазия будет подписывать отдельный договор с инвестором, с юридическим лицом, который будет осуществлять эту деятельность правительства Республики Абхазия. Да. И в этом документе будут отображены все внутренние механизмы работы данного соглашения. То есть есть определенные статьи, которые сегодня мы видим, но регламентирующим документом будет государственно-частное партнерство и мастер-план, который будет принят в течение 20-30 дней после ратификации нашего соглашения, о котором мы сегодня ведем речь. Подписание с инвестором соглашения о государственно-частном партнерстве и мастер-план, он сам по себе и является основным моментом в осуществлении и реализации данного проекта. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе и аэродрома, и аэродромной инфраструктуры, аэровокзального комплекса и объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэродромная инфраструктура, как это заведено по мировой практике, сохраняют статус государственной собственности и будут передаваться в пользование инвестору. Помимо этого, аэропортная инфраструктура, кроме аэродромной, передается в собственность инвестора, кроме старого здания аэровокзала, который является сам по себе сегодня историко-культурным наследием. Срок действия межправ соглашения будет продлеваться будет иметь силу в течение 49 лет. Срок действия особого налогового режима до 25 лет. И часть льгот сохраняется на весь срок этого межправ соглашения. У многих возникает вопрос, почему на такой долгосрочный период инвестор освобождается от уплаты, то есть льготами предоставляются такие льготы. Во-первых, исходя из того, что мы проводили комитетские заседания, мы этот вопрос также озвучивали. Инвестор освобождается на такой период,
исходя из того, что, учитывая, что аэродромная часть инфраструктуры, которая должна быть на нем образована, это ответственность, зона ответственности нашей республики, Республики Абхазия. Исходя из того, что Республика Абхазия сегодня не имеет таких средств для того, чтобы реконструировать, либо произвести капитальный ремонт именно аэродромной и взлетной полосы, инвестор также на себя берет обязательство за свой счет сделать реконструкцию, либо это будет капитальный ремонт, именно что касается аэродромной части. И поэтому было предложено на 25 лет освободить от уплаты налогов. Но при всем при этом хочется подчеркнуть тот факт, что инвестор будет уплачивать подоходный налог и всевозможные выплаты в наши фонды соответствующие. То есть это тоже факт такой. Хочется также сказать, что абхазская сторона обеспечивает инвестору специальный режим, что касается именно энергетического снабжения, электричества. Мы знаем по этому соглашению, что в течение 2023 года абхазская сторона должна предоставить 1,5 мегаватт, и впоследствии в 2024 году она должна будет предоставить еще 4 мегаватта. На этом уровне уже были консультации и ряд решений приняты по линии Черноморэнерго. Есть сегодня возможность 1,5 мегаватта предоставить данному объекту. Что касается 4 мегаватт, которые впоследствии нужно будет также предоставить, будет произведена реконструкция и ремонт двух подстанций. Это подстанция Гудзера и подстанция Дранта. Впоследствии также хочется озвучить, что разработана проектная документация на реконструкцию аэропорта и аэродромной инфраструктуры, которая уже проходит экспертизу. Также хочется озвучить тот факт, что по этому соглашению создана, то есть будет проходить процедура глав госэкспертизы. То есть эти все вытекающие последствия, именно техническая часть, она, конечно же, будет согласовываться на высоком уровне, и в любом случае мы будем надеяться на то, что все вместе сегодня, принимая этот проект, мы за собой оставляем право контролировать эти процессы, так как нам было предложено из числа депутатов, одного-двоих депутатов, это мы, я думаю, сегодня тоже сможем решить этот вопрос, кто изъявит желание для того, чтобы проявить себя в разработке государственно-частного партнерства и о утверждении в мастер-плане. Да, рабочая группа, комиссия, которая будет заниматься этим вопросом. Также создана инвентаризационная комиссия. То есть это обсуждалось у нас на комитете, когда мы до подписания этого соглашения вели консультации. Создана инвентаризационная комиссия, которая даст полную оценку данного объекта. Все то, что будет передаваться в пользование российскому инвестору, оно будет оценено. Эта оценка тоже будет, я думаю, в течение месяца, как нам известно. В любом случае, заключая такое соглашение, мы будем понимать, какие вложения будут у инвестора, а они по предварительным данным от 6 до 10 миллиардов рублей на первом этапе. При этом мы будем понимать, какую часть и в каком эквиваленте, да, если взять суммарно, то есть какой объект, сколько он оценивается, который передается в пользование. Это тоже будет отображено в определенном документе. Прошу в этом плане тоже поддержать депутаты, которые изъявят желание войти в эту рабочую группу и комиссию. Но это надо будет сделать не формально, а принять активное участие на стадии разработки самих документов, потому что там будет много волнующих нас вопросов, а именно государственно-частное партнерство, оно регламентирует саму структуру внутреннюю данного соглашения. Что касается именно вложений с абхазской стороны, хотелось бы отметить тот факт, что абхазская сторона обязуется, то есть реконструировать две подстанции, это Дранта и Гудзер, как мы озвучили до этого, и реконструировать подъездную дорогу. Это та дорога, которая сегодня существует, но понятно, что если будет там уже современный полноценный аэропорт, эту дорогу тоже нужно будет привести в соответствующий вид. Абхазская сторона в этом плане несет единственные затраты по реконструкции подъездных дорог и по реконструкции двух подстанций. Все остальное это зона обременения, получается, инвестора, который вкладывает в этот проект свои средства. Хотелось бы также озвучить тот факт, что мы на протяжении многих лет, это то, что говорится как бы в народе, мы всегда имели в виду, что аэропорт, он необходим. Есть сегодня вещи, которые смущают, и многие жители, и многое количество из представителей нашего населения, они выражают это как бы обеспокоенно свою с тем, что заработает ли этот аэропорт по данному соглашению. Но в этом соглашении четко прописано, что инвестор в случае невыполнения
обязательств, которые прописаны в этом соглашении, да, это юрлицо будет возмещать абхазской стороне сумму льгот, которые ему предоставлены на период реализации данного проекта. Также хочу сказать, что касаемо именно самого аэропорта, мы все знаем, что у нас круглый год сезона нет. И мы, многие, кто сегодня в этой структуре, в этих сферах находимся, я имею в виду из наших представителей нашего населения, они все, извините за выражение, когда получается, что человек ждет, чтобы пополнение в семье было 9 месяцев, и 3 месяца потом получается, что радуется тому, что происходит. И вот то же самое, вот сейчас 3 месяца мы ждем этот сезон, чтобы успеть потом заработать на весь зимний период какие-то средства. Я к чему это все говорю? Если у нас будет авиасообщение, если у нас возникнет морское сообщение, если у нас реализуется тот проект, который мы обсуждали приблизительно год назад, будучи в Госдуме, о модернизации государственной границы российско-абхазской. Там проект около 4,9 миллиардов рублей. Мы знаем, что программа обеспечения устарела, что нужно оснащение, нужно добавлять пункты пропуска и полосы. И этот проект гласит о том, что до 100 тысяч человек пропускная способность будет нашей границы. Если у нас будет авиасообщение и морское сообщение, конечно же, это создаст определенный комфорт тем людям, которые к нам сегодня в виде туристов приезжают. Многие сегодня приезжают в Республику Абхазию на отдых из глубинок России. Они идут на транспорте, на автотранспорте, они идут на железнодорожными путями, до нас добираются, это занимает определенные сутки. А тут, насколько будет комфортно, если человек в течение определенных часов сможет прилететь в Республику Абхазия, и тем самым он еще и продлит свое пребывание здесь. Поэтому в этом тоже, я думаю, что есть какая-то экономическая составляющая. Вот такой комфорт в виде аэропорта, он даст уже определенный свой импульс для того, чтобы наш сезон он был больше долгоиграющим, так скажу. Поэтому заключение комитета было рекомендовать на сессию ратификации данного соглашения. Я знаю, что мнения разные у нас в парламенте. Давайте, конечно же, выслушаем все те аргументы, которые есть, и опасения того, что что-то может состояться, либо оно нам чем-то сулит или грозит. Но при всем при этом еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, основные процедуры, то есть межправительственная комиссия, которая будет регламентировать все взаимоотношения между российской и абхазской стороной. Есть группа рабочая, в которую также мы будем входить и будем также контролировать и влиять на все процессы, которые касаются именно самой структуры и технических вопросов внутренних. Поэтому давайте мы поставим этот вопрос на голосование и изъявим каждое свое желание. От нас, Благодарю.